рассказывать. Конечно, у нас есть талышские ученые, но по мере времени, по мере возможностей не смогли участвовать. Ну, я думаю, мы их простим. Нет некультурных народов. Есть люди, которые не знают свою культуру. Талыши, я немножко буду, тем более это культура, это чувствительная тема. Если я немножко буду волноваться, простите меня, пожалуйста. Мы, талыши, всегда тягостно жили под угнетением других, под угнетением завоевателей. От этого страдали все население. И вот этот талышские песни, они грустные. Казалось бы, ведь свадьба, надо плясать, но в каждом пляске чувствуется грусть. Талыши оседлый народ. Оседлого народа привязанность к земле. Он не может, если нет урожая, переселяться в другое место. Он любит свою землю. Вот этот неурожай – трагедия для народа. И вот эта трагедия выражается в его музыке, в его приветствии. Даже если я сейчас говорю, я говорю тревожно, я чувствую тревогу своего народа. Талышские певцы, они поют не из-за того, что им хорошо, из-за того, что им плохо, им грустно. Наш народ разделен. Где-то около миллиона в Иране, и, как Угар сказал, около 1,5 миллиона в Азербайджане. Это трагедия целого народа. Лучше бы или Россия завоевала бы без талыши, или Иран завоевал бы без талыш. Какому-то нас мы согласны жить под гнетом, но вместе. Это наша судьба, это судьба талыша, но она должна быть вместе, не разделена. И так горе много, да еще это горе нам. Еще разделенное. Мы не можем приветствовать своих братьев иранских. Здесь будет картинка, поставь картинку, два дерева. Вот это два дерева, обратите внимание, два одинаковых дерева, это я снял. Тяжело было смотреть на это. Видите, два дерева почти одинаковые. Это земля талыша. За горами там населенные пункты. Это многонациональная территория при Советском Союзе была. Представьте себе, если я сейчас стоял бы здесь и увидел бы, вот граница проходит между этими двумя. Это же наполовину делит душу талыша. Вот эта граница. С этой стороны то же самое талыши, с этой стороны то же самое талыши. Земля одинаковая, листья одинаковые, камень одинаковый, трава одинаковая, но разделена. Это трагедия многих народов. Лучше бы в мире не было бы никаких границ. Вот сейчас вы слушаете стих Али Насира. Поэт жалуется. Жалуется, что нам делать. Сколько сил против талыша. Мы не воинственный народ. Даже русский генерал, когда завоевал талыша, говорил, писал о талыше, что талыши храбрый народ, но мирный. То есть ни с кем не воюет. Храбрости у них не отнимают, но хорошо стреляет, хорошо скачет, но ни с кем воюет. Это хорошие подданные царя, батюшки. Поэт этот стих писал, когда смотрел на своего маленького внука. Он вырос в тяжелых случаях, потому что как талыш, он всегда был угнетенный. И ребенок растет, а он не может
освободить этого ребенка от угнетения. Представляете, какое состояние у поэта? Этот поэт никогда не может веселые песни петь. Это он не может, у него душа всегда в горе. Когда у меня собеседница была из Кавказа, женщина, она просила поставить музыку веселую. То есть музыку просто. Я поставил ей музыку, такую грустную, талышскую. Она слушала, а потом сказала, о чем он поет? Я говорю, о любви. А почему так грустно? Я говорю, вы, наверное, не любили. Любовь это не веселье, это грусть. Это человек, который любит, у него душа желает увидеть влюбленного. Если его не видит, он страдает. Любой человек, поэт Али Насир, влюблен своему народу. Он видит этот народ, но как бы его нету. В одном из своих стихотворений он говорит, что вроде камень моя родина, и вот даже колючка это моя родина, но как же я чужой в этой родине? Я, конечно, перейду к Али Насиру. Был поэт Худжатуллах, влюбленный Худжатуллах. И давайте, я сначала стих скажу, а потом начнем его, если вам интересно, будем переводить. Даню лазат, даню там, тато май, тато шай. Вот бамедам, саволом гитише, бабл боли, хотоше. Жовобазан хатаби. Учитанам кардегин, пашты хава апарим шинаруджо, таварди, шинаруджо, таварди. Сыргы неба бахтиса, раре умай, раре шай, нанашты иштахтиса, хижрон умай, буваше, авангалы оташе. Дөню Аллаху рани, иванашты анагар, Худжатуллах шерани, дали садаш манды дад, пида омага. Я думаю, можно аплодировать. Поэт жалуется влюбленному, хотя этот влюбленный его не слышит, он все равно жалуется. Он думает, что когда-то эта влюбленная будет слушать ее. Говорит, сладость мира с тобой приходит, с тобой уходит. То есть нет, мир для него горе, когда нет рядом влюбленного. Этот сладость мира приходит с тобой уходит. Как же тяжело поэту, когда уходит влюбленный, весь мир уходит. Вот это слова говорю. Саволом гитише, баба были хотоше, роза моя ушла, какой-то соловей увел. То есть он не смог остановиться, поэт сам соловей, он не смог влюбленного своего оставить, а увел другой соловей. И он жалуется, вот эти слова говорю и плачу. Жовобазан хатабим, учитанам кардегин. А что же, я спал разве? Неужели не мог влюбленного остановить? Как же я ее потерял? А ведь я влюбленный был с крыльями. Неужели эти крылья еще мне не помогли? Я же влюбленный, я должен был остановить в любом случае ее. Шинаружин давардин. Ушли эти дни, которые я мог бы остановиться в свои крылья, влюбленно. И говорит, вот удивительно, как сладок язык поэта, один и тот же, буквально, вот смотрите, слушайте, вот два разных смысла, одинаковые, буквально одинаковые слова, но смысл другой. Шинаружин давардин. Первый перевод. Ушли эти дни.
Второй перевод. Ушли сладкие дни.